я был в 5 классе, я тогда увидел выступление группы Аярхан. Я захотел себе хумус якутский. И вот родители мне после того, как я упросил их заказать, они мне вот купили. Я впоследствии начал далее заказывать, покупать хумусы. Сперва якутские, потом начал собирать иностранные. Вот, начну, наверное, с вьетнамского. Это называется дан мои. Он в виде пластинки изготовлен. Металлическая пластинка, латунь. Ну и звук у него тоже будет, соответственно. Ну и футляр у него изготовлен из бамбука такой. И он вот так входит в этот футляр. Это из Камбоджи. Далее у меня есть также 2 алтайских варгана. Они тоже отличаются по звуку от друг друга. Сыграю на первом алтайском. Второй звучит немного по-другому. Это китайский веерный коусян. Ну, надо отметить, что это не совсем китайский, а именно одной из народностей Китая, именно китайских нанайцев. Я играю разными техниками на своих хумусах. На якутском хумусе я играю именно наш стиль игры, который именно удары происходят таким способом. А на зарубежных такого не получится, потому что у зарубежных варганов закалка язычка по-другому идет. И если играть таким же принципом, как и на наших якутских, то язычок может сломаться. Если брать народы Дальнего Востока, в общем, то данный инструмент, он был пособником охотника. Он играл свою роль как приманки, то есть диким зверям нравился звук этого инструмента. И они шли к охотнику, который играл на этом инструменте. Насчет якутского хумуса и его воздействия на человека, то игра на хумусе, она благотворно влияет на игрока самого. Так как игра на хумусе, она делает такую своеобразную тренировку дыхательной системы. Поздравляю всех с Днем хумуса. Изучайте историю данного инструмента, потому что хумус, якутский хумус, это память нашего народа. Наши предки играли на этом инструменте. И если мы будем играть на этом инструменте, то образуется своеобразная память поколений. Еще раз, с Днем хумуса!